Весенняя призывная кампания этого года в целом прошла успешно, но были определенные трудности. В военкомате отмечают, зачастую пополнить вооруженные силы страны призывники не могли из-за твердой воли родителей. Они боялись, что их сыновей отправят на защиту Донбасса, не понимая, что каждый 17-летний гражданин обязан встать на воинский учет. Еще накануне весеннего призыва верховный главнокомандующий заявил, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции, а уклонение от армии может повлечь за собой последствия. В начале года один из, будем так говорить, показателей не идти в армию было то, что их будут якобы забирать на военную специальную операцию. Пожалуйста, посмотрите. Вот осенний призыв, ни один из них не убыл на военную специальную операцию. Поэтому, пожалуйста, вот мы отправили людей, можете поинтересоваться, ни один человек не был убыл туда. Поэтому, что вот я неоднократно это говорил, что министр обороны, что верховный главнокомандующий давал указания, мы эти указания выполняем, никто на себя такую ответственность не возьмет и не брал. Может быть, в начале где-то были случаи, вот, поэтому сейчас это на жестком контроле, и мы вот сами со своей стороны это все контролируем. По итогам весенней призывной кампании было возбуждено 49 уголовных дел против нарушителей. В предстоящий период осенней призывной кампании в военном комиссариате планируют подавать дела в Следственный комитет на каждого, кто будет избегать комиссии. Если сегодня будет нарушать закон каждый, кто ему вздумается, и мы не будем реагировать, но они глубоко ошибаются. Мы поэтому вот сейчас... Да, жалко мне ребят, да, молодой парень, но, извините, придите вовремя в военкомат, проведите все процедуры, которые необходимы. И все, мы дадим четкое разъяснение, мы не полностью 100% берем, вот, поэтому тут не надо, будем так говорить, бояться. По статье 328 за уклонение прохождения военной службы без отсутствия законных оснований людей призывного возраста ждет штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительная работа сроком до 2 лет или арест до 6 месяцев. Военный комиссариат повторно напоминает всем гражданам республики, что в обязательном порядке человек должен отмечаться в военкомате. Мне бы не хотелось бы, чтобы вот, данная категория ребят призывного возраста нарушали закон. Поэтому в свое время надо будет прийти в военкомат, там сложного, трудного ничего нету. Медкомиссию они могут пройти в течение нескольких часов, это в первой половине дня проходит. Вот. И уже, если необходимо донести какие-то справки по здоровью, я имею в виду анализы, флюорографию, там, анализ крови и так далее, вот, они должны все это предоставить. Для тех, кто намерен этой осенью пойти в армию, есть хорошие новости. Они прослужат только год. А вот в 2023-м срок службы планируют увеличить. Кроме того, для призывников в республике откроются двери в новые элитные войска России. Мы будем отправлять воинские части, где есть секретное делопроизводство, да, что вот категория допуска у них должно быть. Мы их проверяем, этих ребят, по линии, значит, ИЦ и ГИЦ, да, вот, потому что они непосредственно будут принимать, значит, службу, где есть военная специальная техника, да, секретная, где есть секретный документооборот. Поэтому вот, и есть такие у нас воинские части, вот, мы их будем тоже, ребят, готовить, с ними разговаривать. Ну, они считаются как элитные части. Еще один бонус – это возможность сразу же подать документы в высшее военное училище и после армии приступить к учебе. Уже наряд пришел к нам, наряд, я этот наряд отписал военным комиссарам муниципальных образований, для того, чтобы они уже работали над желающими поступать. У нас есть и высшие военные учебные заведения, и средние учебные заведения. То есть, кто закончил примерно колледж, у кого нету баллов ЕГЭ проходных, эта категория ребят может поступать в средние. То есть 3 года обучения, получать звание прапорщик и также, значит, быть вот, оттуда, чтобы поступить. В военном комиссариате напоминают, осенняя призывная кампания стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.